На заседании обсуждались экологические проблемы региона. В основном речь шла о насекомых-вредителях, в частности, о мраморном клопе, который за несколько лет на побережье Черного моря нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству. У нас встреча проходила в основном как бы обмен опытом, так как мы имеем уже последние 2 года определенный опыт в борьбе с вредителями. И вот такая информация, обмен информацией проходил. Значит, у нас мы говорили о тех методах борьбы, которые мы ведем. У них тоже существует такая же проблема по вредителям. Это и мраморный клоп, и пальмовый долгоносик, и пальмовый мотылек, и белая американская бабочка. По словам Владимира Даурова, участники заседания заинтересовались тем фактом, что в Абхазии, благодаря эффективному методу механическому сбору вредителя, популяция мраморного клопа ощутимо сократилась. Всего было собрано и уничтожено около 4 тонн насекомого вредителя. На заседании также обсуждались и новые методы борьбы с насекомыми с применением биопрепаратов, которые не содержат в своем составе никаких опасных веществ и в будущем должны заменить пестициды. Владимир Дауров отметил, что за этот год на территории Абхазии была проведена огромная работа по борьбе с вредителями, и эффект от этого уже заметен. В этом году у нас, правда, была и проведена огромная работа, и со стороны Минсельхоза, и со стороны людей, которые имеют цитрусовые участки. И в конечном результате в этом году, в сравнении с прошлым годом, в 2 раза увеличился. Урожай достаточно неплохой, и по качеству, самое важное, по качеству самих плодов. Это яркие, сочные, хорошие плоды мы получили в этом году. Что касается другого насекомого вредителя пальмового долгоносика, не так давно появившегося на территории Абхазии, с ним тоже ведется борьба. Зона распространения опасного вредителя декоративных растений в республике – это Гагарский и Сухумский районы. Сложность борьбы с этим вредителем заключается в том, что его тяжело обнаружить, но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. Дерево обречено на гибель. Так, в столице специалисты вынуждены были пойти на крайние меры. Было спилено 13 пальм. В данное время продолжается обработка пальмовых деревьев пестицидами. Мы уже ведем профилактическую обработку всех пальм на всей территории Абхазии. Пока я говорю на всей территории Абхазии, подразумевая Сухум и Гагру. На сегодняшний день и в Гаграх, и в Сухуме мы обработали около 800 единиц пальм. Произрастает около 2400, а 3-ю часть мы уже успели обработать. Ввиду того, что последние дни погода испортилась, мы сейчас приостановили обработки всякие, а так мы намерены довести эту работу до конца. Специалисты отмечают, что для полного уничтожения пальмового долгоносика разовой обработки деревьев недостаточно. Профилактические мероприятия необходимо проводить раз в 2-3 месяца, а в 2019 году в городах Пицунда, Гудаута и Новый Афон тоже будут начаты работы по уничтожению пальмового долгоносика. Саид Джарсаля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.